Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены. Мы рады вас приветствовать, на фестивале «Студенческая весна 2021». Данный концерт подготовил Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций. Там учатся замечательные люди, и поэтому я думаю, что мы вместе с вами сегодня проведем время замечательно. И на эту сцену я приглашаю нашего первого участника, Нарбоеву Валерию с номером «Жалам Хар». Встречайте! Что ж, это было действительно незабываемо и поистине великолепно. А сейчас встречайте Леонова Ярослава и Дегтярева Ксения с художественным словом «Девочки 3».
Девочке 3. Она едет у папы на шее. Сверху все видно совсем по-другому, чем снизу. Папа не верит, что скоро она повзрослеет. Папа готов воплощать в жизнь любые капризы. Девочке 6. На коленках у папы удобно. Он подарил ей щенка и большую конфету. Папа колючий, как еж, и как мишка огромный. Папа умеет и знает вообще все на свете. Девочке 10, и ей захотелось помаду. Сперла у мамы, накрасила розовым губы. Папа ругался, кричал, что так делать не надо. Папа умеет бывать и сердитым, и грубым. Девочке скоро 15. Она повзрослела. В сумочке пачка эссе в потаенном кармане. Папа вчера предложил покататься на шее. Девочка фыркнула. «Ты же не выдержишь, старый!» Девочка курит в окно и отрезала челку. Девочка хочет тату и в Египет с подружкой. Папа зачем-то достал новогоднюю елку. Девочке это давно совершенно не нужно. Девочке 20. Она ночевала не дома. Папа звонил раз 500 или, может быть, больше. Девочка не подходила всю ночь к телефону. Папа не спал ни минуты сегодняшней ночью. Утром приехала. Папа кричал и ругался. Девочка злилась в ответ и кидалась вещами. Девочка взрослая. Так говорит ее паспорт. Девочка может бывать где захочет ночами. Девочка замужем. Видится с папой нечасто. Папа седой подарил ей большую конфету. Папа сегодня немножечко плакал от счастья. Дочка сказала, что он превращается в деда. Девочке 30. Ей хочется к папе на шею. Хочется елку, конфету и розовый бантик. Девочка видит, как мама и стареют. В книжке хранит от конфеты разглаженный фантик. Девочка очень устала и плачет ночами. Папа звонит каждый день, беспокоясь о внучке. Девочка хочет хоть на день вернуться в начало. Девочка хочет домой, хочет к папе на ручке. Но девочка – женщина с красной помадой и лаком. Девочка любит коньяк и смотреть мелодраму. Папа звонил и по-старчески жалобно плакал. В ночь увезли на карете в больницу их маму. Мама поправилась. Девочка ходит по кухне, пахнет лекарствами и чем-то приторно-сладким. Девочка знает, что все обязательно рухнет. Девочке хочется взять и сбежать без оглядки. Туда, где умеют назад поворачивать время. Где исполняются в лед все мечты и капризы. Где она едет, как в детстве, у папы на шее. И все видно совсем по-другому, чем снизу. А сейчас нам исполнит песню звезда по имени Солнце Дончинов «Заректо». Да. Все. Просто резко. Weiße Schnee, blaues Eis, auf kleiner Gestalt.
Что ж, не знаю, как вы, а я бы такое к себе в плейлист добавил. Ну а сейчас встречайте Чистохина Екатерина, Федотова Ирина с танцевальным номером «Крошка». Под ваши бурные аплодисменты. Стихи до утра на салфетке черкает за стойкой у бара. Девчонка с гитарой слезинки роняет на блузку из Зары. Возьми свою сдачу и завяжи в узел сидящие связки. Доверься, не плачь, и все будет иначе, все станет как в сказке. Ты поешь так, что сносишь башки, но покачнешься и уже очнешься внизу. Проснись, крошка, ты продаешься, ты продаешься, ты продаешься. Больше, 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 больше аплодисментов. На эту сцену я приглашаю Дашу Тендакову Баиру с номером «Мини Арон». Встречайте!
поет, а у кого-то хорошо читает. И поэтому наш следующий участник решил продемонстрировать вам свои таланты в чтении. Встречайте, Белык Егор с художественным словом «Письмо к женщине». Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мое дело катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездаком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном бурей быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бури вилк ее направил величаво. Но кто же из нас на палубе большой не падал, не плевал, не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я, под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя скупить в каре пьяном. Любимая, я мучил вас. Была у вас тоска в глазах усталых, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном бурей быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином. Я чувствую и мыслю по-иному, и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств. Я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мной сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения с кручи. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда, не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным, умным мужем, что не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда под кущей обновленной сени. С приветствием, вас помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин. А сейчас на эту сцену я приглашаю Хан Суньон с песней «My Heart Will Go On». Every night in my dreams
еще лучше, а 7 вообще просто замечательно. Именно столько участников в творческом коллективе «Шара Шано». Кстати, они сейчас представят вам свой новый танец «Murder». Встречайте! Давайте еще больше поблагодарим ребят за их танец. Сейчас на эту сцену я приглашаю Душемилову Анастасию и Липанову Ирину с номером «Тот, кто любит цветы». Тот, кто любит цветы, тот, естественно, пулям не нравится. Пули, леди ревнивые, стоит ли ждать доброты? 19-летняя Алисон Краузе, ты убита за то, что любила цветы. Это было чистейших надежд выражений. В миг, когда беззащитно, как совести тоненький пульс, ты вложила цветок в держимордово дуло ружейное и сказала: цветы лучше пуль. Не дарите цветов государству, где правда карается. Государство такого дарок цинич, жесток. И отдарком была тебе, Алисон Краузе, пуля, вытолкнувшая цветок. Пусть все яблони мира не в белое, в траур оденутся. А как пахнет сирень, но не чувствуешь ты ничего. Как сказал президент про тебя, ты бездельница. Каждый мертвый бездельник, но это вина не его. Встаньте, девочки Токио, мальчики Рима, поднимите цветы против общего злого врага. Дуньте разом на все одуванчики мира. О, какая великая будет пурга! Собирайтесь, цветы, на войну, покарайте карателей. За тюльпаном тюльпан, за левкоем левкой, вырываясь от гнева из клумб аккуратненьких, глотки всех лицемеров заткните корнями с землей. Ты
Ты опутай жасмин миноносцев подводные лопасти, залепляя прицелы, ты в линзы отчаянно впейся, репей. Встаньте, лилии ганга и нильские лотосы, и скрутите винты самолетов беременных смерчей детей. Розы, вы не гордитесь, когда продадут подороже. Пусть приятно касаться девической нежной щеки. Бензобаки прокалывайте бомбардировщикам. Подлинней, поострее отрастите шипы. Собирайтесь, цветы, на войну защитите, прекрасное. Затопите шоссе и проселки, как армии грозный поток, и в колонны людей и цветов. Встань, убитая Алиса Краузе, как бессмертник эпохи протеста колючий цветок. До слез. Но, как говорил мой отец, будешь много плакать, не женишься. А так как жену я себе пока только ищу, не будем о грустном. Лучше послушаем Дончинова Зарикто и Эрхееву Эрджену с мировым хитом группы 21 Pilots «Stress Out». Просим! Раз. Раз, два, три, четыре.
наверняка сейчас для вас исполнит Чистохина Екатерина и Федотова Ирина. Я бы прыгнула туда, если бы не было человека, который тонет. Если прыгнет за мной, я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который не сможет согреться этой зимой. Да я за тобой знаю всю ту боль, что в тебе сидит. Осень достает из тебя ножи, а река следит. Да я за тобой сделаю один шаг или шаг назад. Я не знаю как, но как тебе помочь, но как тебе сказать, как тебе смотреть прямиком в глаза и не забываться. Ай-яй, речка заберет все мое тепло и поможет сдаться. Начальные края идиоты запоют, а желание прыгнуть и найти приют о том, что в этот страшный холод нужен человек, который знает наизусть твой любимый трек. И я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который утонет. Если прыгнет за мной, я бы прыгнул в эту реку, если бы не было человека, который не сможет согреться этой зимой. А я предлагаю вам немножечко отвлечься. Вот вы любите видеоигры? Лично я очень. И представляете, совсем недавно вышла игра под названием Киберпанк, которую фанаты ждали целых 9 лет. 9 лет, представляете? И вот вам совпадение. В нашем заключительном номере как раз-таки 9 участников. И вы можете себе представить, их номер как раз-таки и посвящен этой игре. Встречайте театр мод... Встречайте театр мод с номером Киберпанк! Thank
подошло сегодня к концу наше торжество. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Ну, а нам остается только пригласить всех участников, которые сегодня радовали вас с этой сцены, еще раз, чтобы сказать им, наверное, спасибо, поаплодировать. Нарбоева Валерия. Леонова Ярослава и Дегтярева Ксения. Чистохина Екатерина и Федотова Ирина. Даши Кондакова Баира. Олег Егор. Вот, сам уже вышел Белый Егор, вот настолько он вас любит, настолько он торопится. Встречайте дальше Гамсунён. Танцевальный коллектив Шара Шоно. Душемилова Анастасия и Липанова Ирина. Данчинов Заректо и Эрхеева Аржена. Ну и, наверное, самый сегодня светящийся театр мод Киберпанк.